Приветствуем. Сегодня у нас очень интересный вопрос на стыке истории и генетики. Как так получилось, что среди башкир есть род с названием кыргыз? И насколько вообще башкиры и кыргызы, ну скажем так, генетически близки? Источники у нас разные: хроники, этнография, генетические тесты. Вот попробуем собрать цельную картину. Да, вопрос интригующий, безусловно, и древние связи, они прослеживаются, источники на это указывают. Давайте попробуем состыковать, что говорит история, а что генетика. Хорошо, с чего начнем? С истории. Как вообще кыргызы могли оказаться так далеко? Ну, в Башкирии. Историки, вот Клызласов, Кузеев, они связывают появление самого имени Кыргыз там с 9-10 веками. Это время так называемого кыргызского великодержавия. Енисейские кыргызы тогда, после разгрома уйгурского каганата в 840 году, ну, скажем так, расширяли свое влияние на Запад. А есть какие-то прямые упоминания в старых текстах? Да, есть. Средневековые авторы, вот Алистахри, Ибн Хаукаль, они даже писали, что Волга, ну, Итиль, она начинается где-то недалеко от земель хырхызов, то есть кыргызов. А персидский автор Гордизи, это уже XI век, он прямо упоминает союз башкир с древними кыргызами, еще во второй половине IX века. И карта Махмуда Алкашигари, тоже XI век, там башкирские земли показаны, ну, в относительной близости к местам расселения кыргызов. То есть контакты явно были и довольно давно. А что-нибудь поближе к нам? Предание, может? Есть такое. В сказании «Кыса Чингисхан» упоминается отдельный кыргызский улус, прямо в составе башкирских земей во времена Чингисхана. А позже, уже с XVI века, в русских документах фиксируется кыргызская волость Башкир на западе нынешнего Башкортостана. А сами башкиры из этого рода что говорят? Помнят что-то? Но их предания указывают на происхождение из сибирской стороны. И вот еще интересный момент. У южных кыргызов в Волжской области есть маленький род башкир. Некоторые исследователи, как Аюпов, считают это прямым этнонимическим свидетельством контактов. То есть названия как бы обменялись. Так, с историей вроде бы понятно. Присутствие давнее. Но вот генетика. Она подтверждает, что башкирский род кыргыз — это прямые потомки тех самых енисейских кыргызов? А вот тут самое интересное начинается. Прежде чем я отвечу, маленькое пояснение для ясности. Мы будем говорить о Y-хромосомных гаплогруппах. Это маркеры, которые передаются только по мужской линии, от отца к сыну. Они помогают отследить древние миграции. Так вот, анализ ДНК башкир из рода кыргыз, в основном это Илишевский, Бакалинский районы Башкортостана, он показал, что у них преобладает гаплогруппа I1, а точнее ее вариант I1M227. Подождите, I1, но это же вроде как Северная Европа, Скандинавия. Именно. Как же так? Род называется Кыргыз, а генетика европейская. Где же связь с Центральной Азией? Совершенно верно. У современных кыргызов доминирует совсем другая гаплогруппа. R1A. Ее центральноазиатские и восточноевропейские ветви. А вот эта I1 у башкирских кыргызов, она указывает на очень любопытный сценарий. Скорее всего, дело было так. Пришла небольшая группа енисейских кыргызов-мигрантов. Они дали свое имя кыргыз местному населению. А местное население было численно больше, и у него уже была вот эта гаплогруппа I1. Пришельцы генетически как бы растворились, их линия почти не сохранилась, но их имя, этноним, закрепилось за всей группой. Это называют эффектом элитного доминирования. Значит, если говорить именно о роде кыргыз у башкир, то прямой генетической связи по мужской линии с кыргыжами почти нет. Получается, что так, по основной линии нет. Но 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 это не значит, что между башкирами и кыргызами в целом нет генетических связей. И это очень важно. Хотя сам род кыргыз несет в себе маркер I1, многие другие башкирские роды как раз показывают очень явную генетическую близость к современным кыргызам. И как раз по той самой линии R1A. а какие, например? Ну вот, башкирский род Вюрматы. Определенные его линии генетически очень близки к некоторым кыргызским линиям из той же гаплогруппы R1A. И к R1A относятся многие представители башкирских родов Кыпчак, Тангаур, Тамьян, Табын, Кудей. Список довольно большой. То есть другие башкирские роды сохранили эту связь? Да,
И есть еще один очень показательный пример. Генетическая близость башкирского рода Кош-Со, это Мечетлинский район Башкортостана, и кыргызского рода Кушчи из Таласской области Кыргызстана. У них нашли очень специфический, редкий вариант гаплотипа R1A. Это прямо указывает на общее происхождение. Возможно, они оба восходят к древнему племени Кушу или Гышу, которое еще в китайских хрониках упоминалось. Какая сложная картина вырисовывается, однако. То есть имя кыргызов пришло с одной группой, но генетически в этом роде они почти не оставили следа. А другие башкирские роды, наоборот, сохранили тесные генетические связи с предками кыргызов, но уже по другой линии – R1A. Именно так. И это, кстати, хорошо согласуется и с этнографическими данными. Вот известный этнограф Абрамзон, он записывал предания, в которых говорилось, что башкиры по происхождению ближе к киргизам, чем, скажем, к казахам. Так что если смотреть комплексно, история, предания, генетика, видна вот эта сложная многослойная связь между башкирами и кыргызами. Получается, история башкирского рода кыргыз – это такой яркий пример, как этним, название, и генетика могут рассказывать немножко разные истории. Название пришло с миграцией с Центральной Азии в IX-X веках, а генетика этого конкретного рода отражает, видимо, более древнее местное население. Но при этом другие башкирские роды несут гены, которые явно связывают их с предками современных кыргызов. Это нам еще раз напоминает, насколько сложный это конструкт, этническая идентичность, как она формируется веками. И вот над чем можно подумать. Если названия родов могут вот так путешествовать, так сказать, отдельно от основной генетической линии, какие еще скрытые истории хранит генофонд народов Евразии? Какие еще загадки ждут своего часа?